Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях участник Парада Победы 2024 года в Москве, ветеран СВО Мударис Асылбаев из села Тавакачево Архангельского района Республики Башкортостан. Мударис, здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу у вас на груди 2 ордена мужества, медаль Суворова, медаль Донецкой Народной Республики за отвагу, медаль Министерства обороны за боевые отличия и медаль участника парада в Москве в 2024 году. Гвардия старшина. Но если честно, ордена мужества — это действительно подвиги, и это такие события, которые наверняка вас изменили. Для нас Скажите. тогда это не было подвигом. Это было как-то дело чести, что ли, своих вытащить. Главное вытащить, чтобы не погибли ребята. А первая должность у вас какая была? Срочная служба, старший оператор-наводчик СТОС-1 «Санцепек». По контракту оператор-наводчик, пулеметчик МТЛБ. Вы из Архангельского района Республики, из села Тавакачево. Кстати, это один из самых красивейших районов в нашей Республике Башкортостан. Расскажите, как вас ждут, как вас провожали, как сейчас встречают? Сейчас встречают все с гордостью, особенно школа. Прям ждут, не могут дождаться. Друзья, кто остался. За что первый орден мужества? Вывел из окружения штурмовую группу, перевел огонь противника на себя. Сам отошел в сторону метров 150-100, отбежал с пулеметом, лег, и начал отстреливаться с правой стороны, с правого фланга по противнику. Они перевели огонь на меня, забыли про пехоту нашу. Просто там были 6 трехсотых, нужно было вытащить, эвакуировать пацанов. На 3-е сутки меня нашли бойцы спецназа. А второй орден мужества? Начальника разведки вытащили. 6 километров тащили пешком группой. Основная упорство, сила упала на меня, я сам меньше был раненый. Все в основном тяжелые, контуженные, и идти тоже по открытому полю не особо такой приятный момент, когда ты как на ладони у противника. Мударис, а у вас благодарность Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. А это за что? Это за годы службы в Министерстве обороны. Это то, что ни разу не потерялся со службы. Всегда возвращался вовремя, всегда выполняя свои обязанности, выполняя приказы командиров беспрекословно. Какая бы задача ни поступала. У нас командиры все понятливые люди. И всегда, когда тяжело, что там есть момент, когда ты сам не можешь решить, можно подойти к командиру батальона, можно подойти к начальнику штаба. Они выслушают, они помогут, окажут любую помощь. Нужен отпуск, проблемы какие-то у тебя, нужно ехать без проблем. Командир батальона под свою ответственность отпускает домой. Одна большая семья. Да. В зоне боевых действий есть место чудесам. Несмотря на сложности, несмотря на риски и опасность для жизни, и в том числе холодный расчет. Я знаю, что если говорить про чудо, рядом с вами упал снаряд, и он не взорвался. И это не единожды происходило, когда вы чудом оставались живы. Как вы сами к этому относитесь? Не знаю, я как человек, который особо неверующий, я верить начинаю только в тот момент, когда меня поджимает конкретно уже. Ты начинаешь молиться всему, все, что знаешь, все читаешь подряд. Крайний раз это было февраль 24 года, 15 февраля, в 20 часов вечером, 20:00, нас догнал дрон, гексакоптер противника Баба-Яга и начал сбрасывать по нам снаряды. Я его четко видел, этот дрон над собой, но попасть в него не было невозможно, высота большая, и еще и ночь. Но дрон видно в небе. Первые 4 снаряда, 1 попал, 3 мимо, рядом со мной положил 3 снаряда. После минут 15 затишья мы только успокоились с ребятами, все, думали, все, сейчас уже доедем с техникой. В этот момент наша машина эвакуационная начинает застревать из-за груза. Все, груз бросаем, начинаем сами уходить. Не успели чуть-чуть выйти до своих. Нас догоняет второй дрон, 2 сброса, 2 82-е мины. А как бойцы ведут в такие экстренные У меня ситуации? спокойные вообще. Спокойные? Да. То есть поддержка друг друга, Да, спасти. у меня 2 в машине, всегда я их закрываю внутри машины, чтобы, не дай бог, я за их жизнь ответственность несу. Но все равно страшно-то бывает. Конечно, страшно. Дурак не боится. Как вы справляетесь с этим страхом? Приятный момент вспоминаю. С отпуска, с дома. Что-нибудь. Фотографии. Как маму обнимаете? Да.
Мударис, скажите, пожалуйста, а вы там, в зоне СВО, встречали наших земляков из Башкортостана? Встречал. Очень много причем. Ну, то есть как это? В окопе это происходило, да? Или во время боевой задачи? Когда как. Бывали и в которых в окопе встречали, и на передовой. Но есть парнишка, мы с ним периодически, он в тылу находится, занимается ремонтом дронов в городе Донецк. Но это же всегда как родные И люди. мы с ним общаемся периодически очень хорошо. У него тоже позывной «Башкир». У вас позывной «Башкир»? У него тоже «Башкир» У позывной. вас классный позывной. Мы с ним записали друг друга как он меня «Башкир-1», а я его «Башкир-2». Встретились два башкира в зоне СВО. в Донецке. Да. В Донецке. Причем занимаемся оба одним и тем же. Что я занимался ремонтами дронов в то время, что он занимается сейчас ремонтами дронов. А чтобы не бояться в зоне СВО, какие навыки для этого нужны, как вы считаете? Да какие навыки? Не пропускать полигонов во время службы для человека. Бояться, невозможно бояться. Я не знаю, почему все говорят, типа, не бояться. Все боятся. Даже самые матерые воины боятся. Невозможно это сделать. Страх никогда не пропадет. Страх — это и есть сам инстинкт самосохранения человека. В 2024 году вы представляли Республику Башкортостан в параде Победы на Красной площади. Это наверняка непередаваемые впечатления. Вы в Москве впервые в жизни, насколько я знаю, на тот момент были. Я предлагаю сначала посмотреть, освежить эти эмоции вместе. Проходит парадный расчет участников специальной военной операции. Во главе строя герой России подполковник Евгений Хабаров. Каждый военнослужащий парадного расчета – образец личного мужества и отваги. В строю 7 героев Российской Федерации, 24 кавалера Ордена Мужества. Долго репетировали? 20 дней? Насколько мне известно, это в Нарафаминске, правильно? У вас были Нет, тренировки? это полигон Алабина. Алабина? Алабина. И вот она, Красная площадь была. И я видела ваше интервью, и вы сказали, что самый трогательный момент — это когда мужчина держится за мизинчик. И нужно Это не было нарушать нелепо строй. для нас, это было вообще нечто. Потому что ребята, которые, мои знакомые стояли на видео, снимают, вот он, говорит, Башкир идет, как ты, говорит, за пальчик ты взялся? Вот он, говорит, кавалер орденов, говорит, идет, говорит, за пальчик-то держится. Ребята угорали надо мной. А что это такое? Почему это? Это чтобы не нарушать, получается, линию в шеренгу. Чтобы все шли, получается, ровно. За 20 дней нас подготовили к Красной площади. А вы видели верховного главнокомандующего на трибуне? Да. Ветеранов Великой Отечественной войны. А вот что вы чувствовали вот в этот такой, очень ответственный момент? Гордость. На вас смотрела вся страна. Больше это была гордость. Когда я знал, что у меня родители сидят, все это смотрят сейчас по телевизору. Гордость за малую родину. Да. Что вас родители сейчас смотрят. Что президент сейчас смотрит, да? Это же просто непередаваемое ощущение. И при И этом... глава Башкортостана тоже. Конечно, приятные чувства это все. Что мама потом сказала, когда вы увиделись? Молодец, гордятся мною. Но я и стараюсь, чтобы они гордились. Мне больше, в принципе, ничего и не надо. А что для вас любовь к родине? Что для вас патриотизм? Например, лично для меня любовь к родине, да? Когда первым делом я получил тяжелое ранение, потерю руки, и я вспомнил о своем Башкортостане, о том, что, не дай бог, там будет война, и о том, что у меня маленький братишка останется один, когда умрут мои родители от старости. И я вот всю волю созгреб, которая у меня была, и наложил себе жгут. И вот тогда я понял, что такое любовь к родине, любовь к своей семье, и все-таки какой-то есть патриотизм в этом. Вы со мной согласны? Да. Когда ты понимаешь, что тебя дома ждут. В эти моменты это все появляется, когда, ты понимаешь, каждая секунда дорога. Пока ты себе не окажешь помощь, до прибытия медиков, даже до прибытия эвакуации, ты должен сам себя обеспечить. О том, что ты должен жить. Сами понимаете о том, что это такое вообще. Это и сила воли в том числе. Вернетесь на передовую? Да. Я не могу без армии уже, я привык в армии. 7-й год все-таки в армии. Пока только армия. Спасибо, что пришли к нам в студию. Возвращайтесь живой и здоровый. Спасибо. И вам спасибо, что пригласили. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.